Наступило долгожданное время, это время летних каникул, и мы со своей стороны предлагаем не терять зря время, а провести в том числе с интересными книгами, с которыми я сейчас познакомлю. Для самых маленьких у нас выпущено вот сразу две книги на татарском и русском языках. Это известные сказки Абдуллы Алиша. Книга красочная, книга, она вот сразу же открываю страницу и сразу же видите красивые рисунки. Затем для тех, кто постарше, очень полезной книгой может стать это «Азбука безопасной жизни». В этой книге для ребенка столько много полезной информации, которую он затем сможет использовать в жизни. Это, во-первых, например, как правильно кататься на самокатах, тоже сейчас актуальная тема. Во-вторых, что делать, если какие-то внештатные ситуации происходят. Здесь тоже все в очень таком формате понятном, максимально иллюстрированном показывается, как вести себя в тех или иных ситуациях. Вот, например, секрет безопасности: я буду действовать так. То есть это вот именно в таком формате, чтобы донести до ребенка информацию максимально быстро и чтобы была, так скажем, самая главная суть для ребенка, да? Например, как при посадке в вагон вести себя, да? Что нельзя делать, когда ты находишься на станции метро, как буду действовать, если катаюсь на роликах, вот тех же самых самокатах, как я уже говорила. Книга просто, я считаю, это вот такая настольная книга, и в том числе для родителей. Я сама, когда взяла эту книгу в руки, вот можно сказать, провела с ней час, и для себя даже много что подчеркнула. Затем также вот вышла у нас такая прекрасная серия книг из серии «Детская энциклопедия». Это проект, реализованный при поддержке комиссии по изучению и сохранению и развитию татарского языка. И эти книги, они действительно подспорье для тех, кто хочет узнать о кошках, да, о собаках и так далее. Тут и астрономия, и бизнес, и насекомые. В общем-то, это еще только часть, еще есть, по-моему, 6 книг, которые тоже выпущены из этой серии. Затем также, конечно же, не обойду стороной и сказки. Здесь в данном случае сказки народов Поволжья. Несколько приводится сказок, и тоже каждая сказка показывает многообразие того или иного народа, и сказки, которые научат ребенка добру, справедливости. И, в общем-то, как всегда, сказки, они с очень таким смыслом, который понимается с первых строк. Затем книга Айдара Халима, это уже для детей постарше, уже подросткового возраста, «Трехногая кобыла». Эта книга научит состраданию, она повествует об истории мальчика, который бережно относился к своему четырехногому другу. В общем-то, не буду все рассказывать, но история действительно очень поучительная. Затем для школьного возраста тоже, например, книга Рустема Галиуллина. Видите, уже сразу же видно рисунок. По рисунку видно, что это про школьную пору. Конечно, во время каникул не хочется думать о школьной паре, но это в таком юмористическом формате немножко, оно вернет вот в то время. Так что будьте с нами, и в этом году, в это лето, точнее, увидят еще светоинтересные издания, так что оставайтесь с татарским книжным издательством.